Жестокая забава или просто древняя национальная игра? В этом вопросе теперь разбираются столичные исследователи. Обратившихся в полицию зоозащитников возмутили фотографии о проведении на московском ипподроме Кок-Бару. Это популярнее в Киргизии состязания всадников, когда две команды борются за тушу козла. Так ли в действительности страшны подобные игры, разбиралась Яна Гордиенко. Московский ипподром, конно-спортивная игра Кок-Бару. Возможно, это национальное состязание могло бы закончиться лишь обсуждением на трибунах. Но после фотографий окровавленных лошадей, которые просочились в сеть, резонанс был неизбежен. Что это за? Что они делают с бедными животными в центре Москвы? Какие ужасные животные люди, которые организовали это, которые в этом участвовали, которые смотрели на это, как в Древнем Риме на кровавые бои гладиаторов. Это просто... Знакомьтесь, Нурбек Курбуналиев. Организатор Кок-Бару уверяет, в этой игре травмы для лошадей и всадников – обычная история. Но до серьезных увечий на соревнованиях не доходит. 10 лет играют лошади, там, 15 лет играют лошади. У нас есть такие лошади. Если вот эта игра слишком жесткий был бы, так не играли бы. Это здесь не играется никто такой игра. Потому что это только Средняя Азия играет. И там много лошадь травмируется, много спортсменов травмируется, потому что правила нет этой игры. А эта игра совсем другая игра. Настолько зрелищно, столько эмоций. В Средней Азии Кок-Бару, что в переводе на русский означает «козлодрание», популярная национальная игра. К примеру, как у нас хоккей. Организаторы Кок-Бару заверили, посмотреть на игру придут около 300 человек. На деле желающих оказалось куда больше – 3000. Чтобы собрать такое количество зрителей, московский ипподром дает рекламу за месяц. Организаторам игры для этого потребовалось 1,5 дня. Возможно, если бы на московском ипподроме об этом узнали раньше, то готовились к игре по-другому. Организовано было не совсем так, как нам представляли. Если бы изначально было заявлено организаторами, что будет такое количество людей, что будет проходить все так вот в таком режиме, то мы бы собрали рабочую группу. Это было бы все более серьезно. Кирилл Мануйлов, ветеринар ипподрома, уверяет, ни одно животное в ходе турнира не пострадало. Он лично осматривал лошадей до и после турнира. К счастью для нас, а для нас это работа, если вдруг кто-то травмируется, работы не было. Те лошади, которые на фотографиях были с наличием крови, вот то, что в интернете сейчас очень сильно раздувается, эти лошади имели уже повреждения рта, когда они прибыли к нам, но это были старые повреждения, которые зажившие. И во время проведения турнира, если бы лошади повредились вновь, то количество крови бы не соответствовало тому, что мы увидели на фотографии. А вот та самая окровавленная лошадь с фото, жива и даже вполне упитана, уверяет независимый ветеринарный врач, которого пригласили организаторы соревнования. То есть на фотографии там вообще как будто бы ее распилили прям напополам. Пожалуйста. Вот, ротик можно открыть. Ну да, есть небольшой здесь заедик, но это такое бывает у лошадей, когда случайно даже она может сама как-то дернуться, сама травмироваться. И даже при поедании, например, грубых кормов такое может быть. Москвичка Дарья Платонова 11 лет увлекается конным спортом. После увиденного девушка не смогла остаться в стороне и считает, что ветеринары не говорят всю правду. Лошади, которые участвовали на этих играх, были очень жестко искалечены, порваны рты, переломаны копыта. И зоозащитники приезжали в конюшню к этим людям, которые это сделали, и видели это собственными глазами. Нападение лошадь на лошадь, и вот таким образом борьба исключена. Должны быть дисквалифицированы лошади, всадники и команда. Но, к сожалению, правила не соблюдались, никаких не было абсолютно установленных границ. Лошади пострадали, не знаю там, что с людьми, но зоозащитники в шоке. У этой истории есть еще одна сторона. Нужно ли регламентировать проведение традиционных игр других народов в России? Эксперты считают, что подобные законы нужны. Что необходимо разработать совместно с государствами, с правительствами какую-то нормативную базу. Как мы можем оценивать
правила традиционных игр, чтобы, с одной стороны, они соответствовали традиции, а с другой стороны, чтобы они не нарушали какой-то общественный баланс, да, вот, общий культурный фон, чтобы они не служили вызовом. За несколько дней москвичи собрали больше 4000 подписей под петицией против жестокого обращения с животными. Ну а Следственный комитет по приказу Александра Бастрыкина проводит доследственную проверку. Яна Гордиенко, Роман Козлов, Виктория Левинец, Виктория Щекина и Анна Сохина. Москва, 24.